Ние се намираме в гора, в която ще се проведе Сабантуй. Това е подобие на нашия празник Тодоров ден. Виждате какви шатри, народ вече се е събрал и след малко ще започне. Как зовут это место? Знаешь? Это Березовая роща, около поселка Борисково. Ну, на окраине города. Това е Брезовата горичка около село Борисково. Това е в края на град Казан. Ще продължим по-нататък край. Наш национальный борьба кюреш называется. Ну, борьба на поясах. На нашем языке кюреш. Да, хорошо говори, продолжай. Да, вот это самая, можно сказать, центральная часть праздника. Обычно скачки? Это везде. Скачки, кюреш, это обязательно это. Ну, то есть такие развлечения, где удаль молодецкую надо демонстрировать. Вот здесь, похоже, сейчас современный приз. Раньше боролись, обязательно борцу доставался главный приз – баран. Конечно. Вот баран там, вон видишь, к дереву привязан, вот, наверное, это главный приз. Он там я покажу. Но, видимо, вот эта машина Лада Гранта, это тоже. Это тоже. Тут призы теперь стали солидные. На ковре идет серьезные. Борьба за первое и второе место в весовой категории до 90 килограммов. Все, никто не Красным кушаком Ахмед Вайда. Заявляется все, кто хочет бороться. Все силачи. Его соперник Ханзяров Эльмир. Борец из Чувашии, Чувашской республики. Но это неудачный прием. Третье место в этой категории занял Гематинов Ильназ, тренер из Алькивского района. Не только за поясом надо. Нет, только за пояс. Хватается за пояс и... Вот он, видите, как схватишь. Объясняй. Опять. Вакыт, судьялар, вакыт. Ковер барсан маленький. Това е характерна борба за татарите. Но... Казва се гюеш или гюнеш? Кюреш. Кюреш. На турски това е гюнеш. Вот на... Сейчас в момента съдията показва как трябва да се захване. И вероятно там пристегва пояса. Ну да, они никак равные по силе никак не могут победить. Да. Поэтому им пояса поправляют. Раз. Как будет. Devam ederiz. Сколько на ласта? Борцы борются за первый технический балл. Стойку. Не вас только вас проверяют. Двамата борци са еднакви. Судья fikirге. Yana судья. Bir bal. Жеңіл белгілі Қазақстанға қарсы Ахметовқа. Итак, чемпион категории до 90 килограмм стал Айдар Ахметов из Зеленодольского района. Второе место Ханзяров Эльмир из Чувашии. И третье... Борцы, идем сюда, борцы. Сюда идем. Сега вероятно ще ги... Минутка, сега, секунд. Сейчас. Хочу показать. Это награждение будет или что? Еще вот... Не, награждения пока нет. Это пока Может борется. быть.
Тут же не одну борьбу надо. Борьба идет в разных весовых категориях. Это пока еще не заглавный приз, не самые большие боксы. Между прочим, на универсиаде по этой борьбе наш ульяновский борец 2 золотые медали завоевал. Самым тяжелым весе. Он ульяновский студент. Я смотрел, думаю, что он показывал себя. Пришел 2 дня вперед, и что-то Весовая такое. категория свыше 90 килограмм. Борец Кусаком, Балеев Фердинанд. Его соперник борец Зеленым Кусаком, Абдуллин Ленис на ковер. Минутку сейчас увидим. Излизат борците, они сказали 90 килограмм. Выше 90. Итак, Будьте по больше, тяжку. да. борец с красным кушаком Валеев Фердинанд, студент агроуниверситета 83-го года рождения, родом из Апасовского района. Его соперник Ленис Абдуллин, 84-го года рождения, родом из Камско-Устинского района. Борьба идет за 1-е и 2-е место. А 3-е место в этой весовой категории занял Файзулин Фаргат из Пестрецов. А почему так? Связывает их? Ну вот там низкая стойка, что в этом. Это же надо не просто свалить, а надо поднять, бросить. А, надо поднять? Надо, да, надо, чтобы ноги оторвались от ковра. Не просто так толкнуть и упадет. Да. Вот что же для него. Как я А если он опустит этот Если отпустит, перевязку он, там, ему предупреждение, потом очко снимает. Да. Это может так проиграть. Отпускать поезд нельзя. успел, да? Нет, все. Azında yaşayacak yaptılar ama. После этой пары приготовятся чемпионы весовой категории 70-80, 90 килограмм на жеребьевку на за звание за абсолютного батыра. 70, 80, 90 и свыше 90 килограммов. Батыры, чемпионы. Арбитр, ваше мнение? А будем делать первое предупреждение за неведение борьбы. Продолжаем схватку. Ya bu yıl olsun. Сейчас сюда вернемся все равно. Отсюда будем. Ну, и эту схватку посмотрим и уезжаем. Ну, тебе все равно какие картинки. Потом еще придем, будем снимать какие-то было абсолютные. Ну, я не знаю, не успеем. Нет. Тук е една от площадките за децата. Играят, спускат се по залките и всичко си върви както и тук се показва селски бит за децата. Гъски, патици. У нас еще девушки просили смотреть, нравится ли котеночку.
Здравствуйте. Пожалуйста. Будьте, ну хорошо. Вместе с вами? Не, она не разрешает. Да, вот. Минутку. Това са момичета, които са се облекли в традиционните татарски носии. Вероятно, лявата е по-изискана, може би, не мога да кажа, но тя има шапка, а дясната без шапка. Вероятно това е свързано основно с традиционните мотиви. Извините, а почему у вас есть шапочка, а у нее нет? Ну, это особенность татарского национального костюма. А она не татарка? Это русский костюм. Вау, моя грешка. Лявото момиче е в татарска национална носия, а дясното момиче е в руска национална носия. Благодарю за ваше внимание. Всего доброго. Праздник у вас. Едно от централните трибуни, националните стани започват да пеят, да играят, но за съжаление в момента е учителя. Иначе, ще погледнем колко много хора са тук. Виждате, цяла гора е пълна с хора. Нет никого на эстраде, почему? Нет, откуда народ? Да. Пойдем. Нет, оставь. Неудобно Тук се изкачват по дърво. Интересно е, виждате как крепи с някаква амплитуда е това дърво, но така и виждате деца. Тези деца сами показват своите умения да се движат и да стабилизират своето движение на такова опасно място. Браво! Още по-малко дете. Сега ще започне да се движи още по-малко дете. Ще видим какво ще стане. Това показват не само сила, ловкост, но и безстрашност. Защото това е доста опасно, не като средство, като виждате, за всички има занимания, които могат да бъдат най-различни, но важното е, че в момента
Този малкият така се тренира и възпитава безстрашие в тези деца. Ще видим дали ще успее да слезе или ще се оплаши децата. Важното е, че тези деца още от тази възраст започват да се тренират в даже елементи на еквилибристика. Разбира се, детето го е страх, още малко е, но в тази височина, на която се намира, не е никак малка за него. И важното, че то гледа към земята. Ще се опита. Всички го поощряват и още малко ще се получи. Всички и музиката даже го поощрява. Още малко. Решение, край. А тук е показан един тир, на който децата стрелят право. Показване изделие на занайчи, дървени изделия, като се започне от лъжици, дрехи, чинини дървени, матрьошките. Ние се намираме все пак в Русия и матрьошките непременно присъстват тук. По-нататък се виждат и даже кожени шапки. Разбира се, модернизирани кожени шапки. Край. Сега ще ви покажем един шарш. Колкото и да е шарш, има много истина в него. Там е написано: мир, труд вам, а водка, пиво мне. Вот и все. Кошници, тюбетейки. Давай. И отново изделията от дърво. И отново матрьошките. Видите, а тук се вижда и някакъв, не знаете ли. Тук се правят монети. Показват как се куват монети. А сколько стоит? Смотрите, пожалуйста, без сдачи. 100 рублей. Сдачи нету. Я могу. Покажите, пожалуйста. 100 рублей монет. И 50 бабка. У меня вот Монету? уже монет. На самом деле 40. У меня 600. Потом там на монетке отображается. На мелочи нету? Нет, Така се Вот такие. куват монети. давай выберем какую. Тук тази жена продава шапки. Както виждате, тук е пълно с хора и вероятно близо има кебабчийница, грубо казано, където се пекат разни неща и хората започват вече обяда. Край.